стратегическую инициативу. Имена лучших спортсменов Республики 2012 года озвучили на коллегии профильного агентства. Константин Куратов изучил список лидеров. Вот список лучших спортсменов 2012 года. Пловцы Александр Сухоруков, Светлана Княгинина, Юлия Снос, лыжники Юлия Иванова, Станислав Волженцев, Ермил Вокуев, представители греко-римской борьбы Арслан Зубаиров и настольного тенниса Артем Двойников. Среди лидеров и боксеры, которые в ноябре выступали на чемпионате России. Его впервые принимала республика. Аркадий Племенниченко, Виктория Крылова, Никита Елфимов. Для Никиты Елфимова премьера на ринге закончилась бронзовой наградой. Тренерские задачи спортсмен выполнил и выложился на 100%. Готовились очень серьезно, были сборы, боксировали много турниров, боксировали, нарабатывали, там где-то что-то тактически, физически готовились. В призы была задача попасть в призы, я в принципе все справился с этой задачей. Лучшими в неолимпийских видах спорта назвали таэквондистов Илью Коснарева по версии ИТФ и Дмитрия Сурнина по версии ГТФ, а также тяжелоатлетов Екатерину Братусь и Ефима Цыбенко. Наставник по пауэрлифтингу Юрий Агалаков отмечает, юниоры сейчас выступают на уровне взрослых, только возраст мешает выйти на более высокие профессиональные состязания. Сейчас они оба в прекрасной форме, очень хорошие, буквально через 1,5 месяца первенства России. То есть это будет финал, будут определяться опять, формироваться сборные. Но надеемся, что они опять попадут в эти сборные. Ну и дальше, конечно, уже будет решаться вопрос, где им участвовать на первенстве мира или первенстве Европы. Среди паралимпийцев и сурдолимпийцев отметили сразу 4 лыжников. Это Мария Иовлева, Любовь Мишарина, Иван Густав, Николай Сухарев. Лучшей в плавании признана Ольга Бочкарева, в пауэрлифтинге и пулевой стрельбе Галина Маринцева. Как отметил на коллегии руководитель спортагентства «Коми» Николай Гордеев, в 2013-м основным направлением будет развитие центров подготовки резерва и сборных команд, а первоочередная задача – продвижение спорта в массы. Но сейчас уже наступило то время, когда мы должны четко подвести итоги. Что нужно, допустим, в Сахалинскому району, что нужно, допустим, из Кулому, что нужно, исходя из численности населения, из традиций, которые там есть, и, естественно, из того, как мы дальше будем двигаться. То есть без оглядки строить все подряд и потом думать, а куда же это все нужно, мы, естественно, так не будем. Поэтому будет все четко просчитано и окончательно выверено. В каждом муниципалитете должны появиться объекты, в которых люди смогут заниматься основными видами спорта. Константин Куратов, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.